за 2,5 года расследования уголовного дела следственными органами и рассмотрения дела в суде, версия обвинения полностью подтверждена только в части того, что, являясь председателем Совета Тайпо Ужахов, я действительно причастен к созданию и руководству некоммерческой организации Совет Тайпо ингушского народа. Это я не отрицаю, и этим я горжусь. При этом доказательства, собранные органами следствия, а также доказательства, которые представлены в защите, полностью опровергают мою причастность к побуждению граждан к совершению противоправных деяний. Нет ни одного допустимого и достоверного доказательства. Версия обвинения в этой части юридически несостоятельна и полностью провальная, начиная с периода создания якобы экстремистского сообщества, заканчивая поставленными и достигнутыми целями. И именно поэтому, наверное, отказываются являться на суд Паштовый, Зубовый и другие лица, которые сфабриковали это дело. Дело сфабриковали, объявили нас экстремистами, но при этом являться на суд и здесь отвечать на ваши вопросы по этому делу не хотят. Если нас в чем-то обвиняют, то это надо доказать. Но ни следствие, ни прокуратура ничего доказывать не собирается. Хотя, согласно российским законам, эта обязанность лежит именно на них. А вместо них работаем мы. Мы пытаемся доказать, что мы не виновны. А мы не обязаны были этого делать, если бы прокуратура была на месте. Более того, ни 31 мая 2018 года, ни позже этой даты я не создавал и не руководил экстремистским сообществом и не участвовал в таком. Я даже не знаю, что в буквальном смысле значит экстремизм, не говоря уже о каком-то экстремистском сообществе. Обвинение утверждает, что я совместно с Барахоевым Марсагом создал и руководил экстремистским сообществом в том составе лиц, которые указаны в обвинительном заключении. По моему твердому убеждению, основано на том, что в числе и на исследованных материалах уголовного дела версия обвинения является полностью абсурдной в связи с тем, что по состоянию на май-июнь 2018 года и тем более в период времени, предшествующий указанной дате, я не знал лично ни Барахоева, ни Марсагова, ни других, не был с ними знаком, а также я в указанный период и ранее не знал и других участников так называемого сообщества, кроме как Багаудина Хаутиева, которого Совет Тайпо ингушского народа приглашал иногда как юриста от ассоциации юристов, чтобы проконсультироваться по возникающим вопросам. Относительно цели этого виртуального сообщества указано в обвинительном заключении, то обвинение указывает на якобы имевшее место быть политическую вражду и стремление свергнуть предыдущего главу республики. Опять же, наличие политического вражды к бывшему руководству республики не подтверждено ни одним документом из материалов уголовного дела, никакими показаниями свидетелей обвинения, следовательно, никак не доказано. Никакой враждебности не было. Недовольство было. Недовольство к нему было не только у меня, но и у всего ингушского народа. Более того, я должен сказать, я лично ни разу, даже на митинге, не ставил вопрос, я лично повторяюсь о том, что Евкуру должен прийти Асад. Этот термин просто-напросто смешали с обычным недовольством, несогласием граждан республики с методами управления бывшего главы республики. Я проработал с периода 2006 по 2012 год должностью руководителя управления Росздравнадзора по республике Ингушетия. Лично столкнулся с употреблениями главы региона и правительства и вмешательства их стороны в деятельность федерального ведомства. Региональные власти считали, что все государственные органы должны подчиняться только им, чем я был категорически не согласен, так как это шло в противоречие с действующим законодательством. И что я отказался категорически в форме делать. Более того, от меня требовали, чтобы любые происшествия, которые происходят в Ингушетии, нарушения, я обязательно в первую очередь показывал в главе республики и только после этого в Москве. Я его послал куда подальше. Деятельность управления Росздравнадзора по республике Ингушетия я завершил добровольно, по собственному желанию вышел на пенсию.
я мог работать еще 5 лет, но я не стал этого делать, пошаривал здоровье, да, и никакого желания дальше работать не было. Семья выросла, дом построен, деревья посажены. Я решил остаток времени после 60 лет пожить для себя. Я это к чему? Я никаким должностям не рвался, они мне не нужны были. Я работал свой. Сам факт того, что я добровольно написал заявление, ушел с должности руководителя, уступив место более молодому и перспективному работнику, Роздавнадзора, говорит о том, что у меня не было ни политических амбиций, ни желания работать в системе исполнения власти в целом, так как функционал с возрастом ухудшался, а хронические заболевания только обострялись. Относительно свержения занимаемой должности главы Республики Ингушетия никто и никого не свергал и не пытался свергать. А в материалах дела имеется доказательства, и в принципе это общеизвестно. Бывший глава республики покинул пост добровольно, подав заявление об отставке, которое была удовлетворена главой государства Путина. В материалах дела нет ни одного доказательства, подтверждающего мою причастность к организации применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии, руководству, лицами в целях совершения преступления. Сами же сотрудники Росгвардии, допрошенные в ходе судебного следствия, опровергают эту версию. В том числе полковник Полищук, замминистра МВД, полковник Мамаев, полковник Сапралиев, они все здесь были. Они все, я не называю других свидетелей, именно те люди, которые были на этом митинге, которые руководили разгоном этого митинга, они все в один голос говорили. Старейшины принимали все меры для того, чтобы избежать столкновения. Их в этом упрекнуть нельзя. Об этом говорил и Полищук, и другие представители. Почему это во внимание абсолютно не принимается, прокуратура не понимает. Я еще раз хочу понять. И это говорили люди, которые именно занимались разгоном митинга. Более того, как усматривается исследовано в судебном заседании видеоматериалу, мной, а также другими лицами старшего поколения предпринимали все возможные попытки для того, чтобы не допустить столкновения гражданских лиц, находящихся 27 марта 2019 года на площади перед НЖК Ингушетии Росгвардии. Они все подтвердили, что мы прилагали большие усилия, чтобы не допустить столкновения. Я должен сказать, что если бы не старейшины, там в тот день пролилось бы очень много крови. Очень много крови. Но мы все равно рады, что мы там оказались, что мы сумели каким-то образом все-таки изменить ситуацию. Иначе здесь сегодня судили бы, называли бы не экстремистами, а террористами. Крови в тот день хотели не те, которые присутствовали на площади. Крови хотели те, которые пришли разгонять. Там никакой необходимости разгона не было. В соответствии с законом Российской Федерации митингом считается мероприятие только в том случае, если разговаривают на громком говорителе, если есть лозунги и транспаранты, и если они разговаривают и какие-то речи произносят. С 6 часов вечера люди просто находились на площади. Теперь выходит, что нас судят за то, что мы ночью находились на площади в границах Российской Федерации. А где написано, что мы не можем просто приехать в Москву и находиться на Красной площади в Москве? Это где-нибудь написано? В этой связи мне как человеку здравому имеет разум, рассудки, непонятно, почему меня обвиняют ровно обратно. То есть, что я якобы организовал насилие в отношении сотрудников Росгвардии, что является полным бредом и фантазией обвинительной машины, и безапелляционно опровергается теми самыми видеоматериалами, сообщенными по уголовному делу органам предварительного расследования и включением перечня доказательств. Я думаю, что те видеоматериалы, которые представили именно со стороны обвинения, не должны вызывать у суда никакого сомнения. По предъявленному обвинению вину свою не признаю. Более давать показания отказываюсь в соответствии со статьей 47 ОПГ Российской Федерации. Также отказываюсь отвечать на вопросы господина.